ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 13:30. Дом по улице Ленина, 31/9. Обычный с виду Ухтинский двор, но жильцы этого дома называют его самым несчастным в городе. Источником проблем стало соседство с одним из крупных городских магазинов. Покупатели торгового центра ставят машины где попало, руководствуясь соображениями личного удобства. Страдают при этом жильцы дома. Небольшая дворовая территория, большую часть времени забита авто. Если машины стоят не во дворе, то на выезде из него. Жильцам приходится обращаться в ГИБДД. Пока патрульная машина там стоит, то есть мы все равно реагируем на это. Выезжает туда патрульная машина. На кого-то выписывают постановление, кого-то эвакуируют. Но это буквально, может быть, часа два. Патрульная машина уезжает, начинается то же самое. Но то, что в наших силах мы пытаемся, конечно, сделать, но тут, конечно, жильцам нужно обращаться либо в администрацию, чтобы им как-то стоянку оборудовали. В основном это решает, конечно, администрация, комиссия по безопасности дорожного движения. Возглавляю нашу главу администрации. И это не единственная проблема жильцов дома. Фактически двор никак не благоустроен. Нет ни детской площадки, ни ограждения. Пытаясь решить проблемы своего двора, один из инициативных жильцов подорвал здоровье. Кипа отписок и инсульт-награда за старание. Но при этом никаких подвижек так и не наблюдается. Самое это страшное заключается в том, что нам, как жителям этого дома, наш двор не принадлежит вообще. Здесь распоряжаются кто угодно и пользуется этой территорией кто угодно, только не мы. Невозможно посидеть на лавочке, невозможно выпустить детей, не говоря уже о том, что там машины поставить или еще что-то. Вся территория разбомблена коммунальщиками. Все, что мы когда-то платили за асфальтирование этой территории, все это испорчено. Ремонтируются коммунальные какие-то сети, уходят работники и оставляют нам ямы и колдобины. Надеяться теперь владельцам двора приходится только на себя. Несколько лет назад во дворе под колесами проезжающих авто пострадали 2 ребенка. Тогда жильцы самостоятельно блокировали один выезд, чтобы не допустить беды. Но для того, чтобы привести территорию дома в порядок, одной инициативы недостаточно. По словам инженера ЖО-8, который обслуживает двор, за новое асфальтное покрытие и ограждение двора жильцам придется выложить определенную сумму.